Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем расскажем в выпуске. С 1 июля в России изменятся тарифы на коммунальные услуги. Насколько и по какой причине? Сейчас мы видим, опять идет, к сожалению, увеличение. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. На главном Майдане Сабантуя вовсю идет репетиция завтрашнего праздника. Мы называем себя маленьким Татарстаном. Один единственный татарский район в Пермском крае. Из села Барда Пермского края репортаж Фирузы Мазитовой. Игры БРИКС – второй соревновательный день. Мы хорошо подготовились, хорошо настроены, готовы выиграть этот турнир. Сегодня в Казани разыграли 40 комплектов медалей. Как шла борьба, расскажет Рамиль Шайдуллин. В Альметьевске две девочки на самокате на полном ходу врезались в столб. На кадрах с камер наблюдения видно, на электрическом транспорте они вдвоем. От сильного удара упали на асфальт, разбилась и техника. В соцсетях пишут, что после девочки смогли подняться и продолжили путь пешком. В пресс-службе района сообщили, за медпомощью они не обращались. Здесь работала бригада альметьевских тепловых сетей, заявил мэр города Тимур Нагуманов. После инцидента он поручил проверить состояние велодорожек и пешеходных зон и привести их в порядок. Глава района напомнил жителям о запрете на езду вдвоем на одном самокате. При таком движении можно потерять управление и создать аварийную ситуацию. Дерево рухнуло на поезд в поселке Октябрьский под Казанью. Штормовой ветер повалил его на железнодорожные пути. На время было парализовано движение поездов и автомобилей. Сейчас по всему Татарстану действует предупреждение об ухудшении погоды. В Иннополисе выпал град и прошел ливень. Шторм застал жителей Новой Туры Зеленодольского района. Ураган бушевал и в столице. Сильный дождь с градом засняли в Салават-Купыре. Грозовые тучи подбираются все ближе к центру Казани. При этом очень жарко. Завтра погода будет такой же нестабильной. В выходные через республику пройдет холодный атмосферный фронт. Температурный фон чуть снизится, но буквально на пару градусов. Местами ожидаются дожди. С 1 июля в стране изменятся тарифы на коммунальные услуги. В республике тарифы на газ, питьевую воду, электроэнергию, водоотведение в среднем могут повыситься до 10,8%. Последний раз индексация была 1,5 года назад. Как изменятся цифры в счет-фактурах и что подорожает больше всего, выясняла Ирина Васильева. В 2022 году произошло два повышения. Это было июльское повышение и связано с рекордным уровнем инфляции. В 2022 году тарифы поднимали в июле и декабре. После этого на 1,5 года заморозили. С 1 июля ожидается плановая индексация коммуналки. Как сегодня сообщило руководство Госкомитета по тарифам, повышение не более 10,8% в среднем по республике. Сейчас мы видим, опять идет, к сожалению, увеличение. Да, то есть у нас сейчас инфляция больше 4%. Около 6,2%. Да. Фактическая пока непонятно за 2024 год, какая будет. Но это все зависит, потому что организация также закупает материалы, трубы, химреагенты, да, где идет рынок рыночный, да, рыночная цена формируется. При расчете показателей индексации учитывается ряд факторов. Это и социально-экономические характеристики республики, и выполняемые инвестиционные программы ресурсоснабжающих предприятий, также средние зарплаты и индекс потребительских цен. С 1 июля электричество подорожает в среднем на 3 рубля. В городе на 4 рубля 10 копеек за киловатт-час за электроплиту. На 3 рубля 57 копеек для сельчан. Газ будет стоить 7 рублей 47 копеек. Повысятся тарифы и на питьевую воду. Минимальный тариф сохраняется у МУП водоканала, то есть это город Казань, 29 рублей 41 копейка. Максимальный тариф в особой экономической зоне Алабуга, это город Елабугу обслуживают, 53 рубля 77 копеек. В сегодняшний день в Челнах у нас сохраняется минимальная величина тарифа на водоотведение в размере 23 рубля 28 копеек. Максимальная величина в Лаишском муниципальном районе организации ОРСК инженерной технологии 67 рублей 6 копеек. В этом году республиканские объекты тепло, воды, электро- и газоснабжения модернизируют. На все выделен 31 миллиард рублей. В зависимости от их изношенности платы за ЖКХ в районах отличаются. Например, за питьевую воду в Пестрецах придется заплатить 27 рублей. В Верхнем Услоне уже 64. Если появятся вопросы, жители могут обратиться на горячую линию Госкомитета по тарифам. Если есть какие-то вопросы, то житель должен всегда обратиться письменно в свою управляющую компанию. Если он уже не удовлетворен тем ответом, по которому он обратился, он должен обращаться уже
в различные органы власти. Допустим, по содержанию это там жилищная инспекция. Вот в части тарифов, если жители считают, что реально завышенные тарифы там или в частном секторе, или в каком-то муниципалитете, то, соответственно, к нам. Если расходы на оплату ЖКУ выше 21% совокупного дохода семьи, можно рассчитывать на субсидию. Так, в прошлом году более 70 тысяч семей сэкономили более миллиарда рублей. Новые тарифы продержатся ровно год. Следующие изменения с июля 2025 года. Ирина Васильева, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. Кадровые перестановки произошли сегодня в Татарстане. Председателем Госкомитета по закупкам назначен глава Верхнеуслонского района Марат Зиаддинов. Указ подписан Рустамом Миннихановым. Этот район Зиаддинов возглавлял с 2012 года. Также сегодня завершает работу в качестве вице-премьера республики Евгений Варакин. Он курировал подшефные Татарстану города Лисичанской, Рубежной и Луганской Народной Республики. Сегодня на совещании его поблагодарил Рустам Минниханов и вручил орден Дуслык. Евгений Варакин будет исполнять обязанности главы Верхнеуслонского района. Кто будет курировать работу в ЛНР, определят в ближайшее время. В Казани начали благоустройство одного из старейших кладбищ. На Новотатарском до конца лета заасфальтируют главную аллею. Обновят дорожки к могилам Габдуллы Тукая и Шигабуддина Морджани. Это 1200 метров асфальта и новые поребрики. Капремонт обойдется в 39 миллионов рублей. Огромную сумму пожертвовал благотворитель, который решил остаться неизвестным. Когда завершат ремонт и о чем руководство кладбища попросило сегодня жителей, Алия Хайрудинова расскажет. Новотатарское кладбище расположено на окраине Казани. Его площадь 25 гектаров. Одно из самых больших в нашей республике. История кладбища начинается в 18 веке. Сегодня многие историки и представители духовенства называют это кладбище настоящим культурным наследием татар. И впервые за 30 лет здесь начали ремонтные работы. Тишину погоста нарушает лишь шум техники. Здесь срезают старый слой асфальта, убирают покосившиеся поребрики. Такого большого обновления Новотатарская не видела с 1996 года. Реакции людей не очень хорошие. Возмущаются, неудобно проходить. Ну, мы же благое дело делаем. Хотелось бы другой реакции, конечно, от людей слышать. Из-за стройки возникли неудобства для посетителей. Как говорят в администрации, это временно и просят отнестись с пониманием. Работы по благоустройству планируют завершить уже к концу лета. Заасфальтируют главную аллею и дорожки к могилам Тукая и Морджани. Все на средства благотворителя. Фантастика происходит, так как неожиданно появился меценат в прошлом году, который пожелал вложить свои средства, пожертвования на благоустройство Новотатарского кладбища. Эта часть аллей благоустраивается. Первый основной посыл был к памятнику Тукая, чтобы была идеальная дорога и к Шигабуддину Морджани. Мало того, асфальт положить. Он ведь хочет положить самый качественный асфальт, который на трассах ложат. ЩМА называют щебеночно-мастичный асфальтобетон. На погосте 60 тысяч могил. Здесь похоронены братья Юнусовы, Апанаевы, Утямышевы, Галимжан Баруди, Хусаин Ямашев, Марсель Салимжанов, Альфия Авзалова, Ильхам Шакиров и другие. Для татар это кладбище как Мекка. Здесь похоронены самые, заслуженные татары, которые были во все времена. Габдулла Тукай, Морджани, Габдулла Кариев, Шариф Камал, Магуба Сыртланова. Это вообще легенда. Летчица, в небе ночные ведьмы. Фильмы про них снимали. Наберитесь терпения, да. Временное неудобство. 2 месяца потерпеть, зато какой благоустроенный будет у нас аллея. Приходится все делать вручную. Техника только минимальная. 10 единиц техники используется, 20 человек рабочей силы. Каждый день? Каждый день, без выходных. Работа ювелирная, говорят специалисты. Аллеи узкие, техника ковш за ковшем вывозит старый слой асфальта. Опрошенные нами жители с пониманием относятся к благому делу. Сейчас неудобство, а естественно, что потом будет красиво. Хорошо, что наконец взялись и стали приводить в порядок наше кладбище. Во-первых, то, что в кладбище вкладывают деньги и будет удобно, будет комфортно ходить. То есть я очень даже за. Мне нравится, что вот они. Я прямо иду и с ними со всеми здороваюсь, вот кто рабочий. Мне очень нравится. Большое благоустройство на Новотатарском кладбище продолжится и на следующий год. Меценат предлагает обновить остальные аллеи. Также на территории погоста установят камеры видеонаблюдения, чтобы исключить случаи вандализма. Алия Хайрудинова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань.
Сегодня в Казани завершился второй соревновательный день игр БРИКС. Определились чемпионы в спортивной гимнастике, самбо, синхронном плавании, ушу, гребном спорте, карате и настольном теннисе. Сегодня разыграли 40 комплектов медалей. Лидер таблицы Россия. 25 золотых медалей у наших атлетов. На второй строчке Беларусь с 5 медалями высшей пробы, на третьей Китай. Также в пятерке Узбекистан и Монголия. Самые яркие моменты второго дня в репортаже Рамиль Шайдульна. На корте трудно уловить движение мяча. Удары настолько сильные, что держать его в поле зрения успевают только теннисисты. Здесь спортсмены сборных России и Узбекистана. Нас представляет татарстанец Илья Симакин. Соперники хорошие, это БРИКС-игры. Тут, я думаю, все хорошо играют, за исключением, может, пару команд, у которых нет рейтинга. Мы хорошо подготовились, хорошо настроены, готовы выиграть этот турнир, показать свою лучшую игру, показать свой лучший теннис. В это время на соседнем поле к выходу готовится член женской сборной Кыргызстана. Для Сизим Саганбаевой это первый международный турнир. Вообще очень волнуюсь, нервничаю. Мне кажется, это нормально. Размер корта 23×8, длина матча не ограничена. Правила такие же, как и на большом шлеме. Одно отличие в том, что наш ответ Уимблдону — это все же Казань с ее не менее комфортным для спортсмена климатом. Как отмечают теннисисты, которые прямо сейчас проводят матч прямо под открытым небом, климат очень комфортный. Впрочем, если погода испортится, то они перейдут уже под купол. Теннисисты считают, в плане удобства на играх БРИКС им повезло больше остальных. Соревнования идут в Академии тенниса рядом с деревней Универсиады. Общежитие прямо около кортов. Тут пешком буквально минут 7 идти, так что достаточно удобно все. Здесь совсем не жарко, ведь там, откуда мы приехали, обычно намного теплее. Из-за небольшого ветерка здесь даже прохладнее, что лучше для нас. Жарко сегодня было в центре гимнастики. Мировые атлеты боролись за медали в вольных упражнениях. На ковер вышел любимец публики, олимпийский чемпион Никита Нагорный, который накануне снялся с многоборья из-за травмы руки. Мы сюда ехали целый день, и чтобы Никита Нагорный был очень мощный. Мы очень рады быть здесь, что в Казани проходят такие крупные игры, как БРИКС. Мне всегда было интересно посмотреть, как гимнасты делают. Всегда удивляюсь, как они исполняют такие трюки. Классно, что такие мероприятия проходят у нас в Казани. В результате золото завоевал белорусский спортсмен Егор Шарамков. Никита Нагорный забрал серебро, бронзу россиянин Ярослав Крутов. В обратном порядке белорусы и россияне показали результат в тяжелой атлетике, где золото забрала наша спортсменка Зарина Гусалова, в сумме подняв 230 килограммов. Серебро и бронзу Диана Моисеевич и Полина Погуляева, представляющие Братскую Республику. Наверное, сегодня я сама себе была главный конкурент, справиться со своими эмоциями, со своими нервами. Ну, что получилось, то получилось. Очень масштабно, очень тепло встретили, очень красивое было открытие соревнований. В принципе, организация очень хорошая, хороший помост, хорошие диски, хороший гриф. То есть все на высшем уровне. Завтра на помост выйдут по-настоящему тяжелые тяжелоатлеты. В спорткомплексе Тулпар пройдут соревнования среди мужчин свыше 100 килограммов. Завтра же на трибуну ждут и любителей гимнастики, спортивной гребли и ушу. В этих дисциплинах пройдут финальные соревнования. Рамиль Шайдуль, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня Минтимир Шаймиев с рабочим визитом побывал в Болгарии и провел выездное совещание по строительству гостиницы. Возводят ее в поселке Приволжский Спасского района, то есть за пределами историко-археологического комплекса. Здесь появится комплекс двухэтажных зданий из клееных деревянных панелей. По словам государственного советника, это экологично, красиво и идеально вписывается в природный ландшафт. Инвестор проекта — Республиканский фонд Возрождения. Работы начались в марте. На сегодня на 60% готов один из 3 спальных корпусов. На совещании Минтимир Шаймиев отметил, туризм внутри страны развивается, а посещающих болгар с каждым годом становится больше. Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Эркином Хамраевым. Обсудили укрепление сотрудничества 2 республик в рамках российско-узбекистанских отношений. Райс Татарстан отметил, стратегическим партнерам важно развивать связи и поддерживать сложившиеся отношения. Визит уважаемого нашего президента. Наши руководители постоянно встречаются. Очень важно поддерживать отношения.
Пермский край в эти дни встречает гостей на Всероссийский сельский Сабантуй. Национальный праздник пройдет завтра в селе Барда. В этом году район отмечает столетний юбилей. Ожидается приезд Рустама Миниханова. Сегодня здесь говорили о богатой истории села и перспективах развития. Историки со всех регионов страны собрались на конференцию. Судьба татар Пермского края уникальна. Они переселились сюда еще в IX веке и, несмотря ни на что, сохранили национальную идентичность. Репортаж Файрузы Мазитовой. Село Барда – это центр татар Пермского края. В районе проживает 26 тысяч человек. По данным последней переписи, население увеличилось. Новых домов, улиц здесь все больше, что подтверждает, молодежь все же остается на селе. Ученые сегодня обсуждают историю и современность Бардынского района. Приехали краеведы со всех регионов, где компактно проживают татары. На эту землю татары перешли давно, в IX веке. С того времени живут. Бардымцы, они молодцы, патриоты. Татары всегда любили устраиваться в тех местах, где очень удобно для сельского хозяйства, для рыболовства, для охоты, для животноводства и так далее. Поэтому татары Бардымского района тоже это выбрали и свою землю любят. Исторически здесь жили и перспективы, надеюсь, здесь продолжать будут. Язык сохранили, культуру сохранили. Историки говорят, большая часть татар переселилась сюда после завоевания Казанского ханства в XVI веке. С тех пор они живут бережно, храня национальные традиции. Особенности: говор, диалект у нас. Дальше национальные блюда, национальная одежда, национальный головной убор. Мы называем себя маленьким Татарстаном. Один единственный татарский район в Пермском крае. На конференции представили данные 9 переписей за 100 лет. В начале 20 века среди местных жителей в основном были башкиры. С 2000 года ситуация начала меняться. К 2020-му татар в регионе стало в 3 раза больше, чем башкир. Если в 1926 году большинство у нас здесь проживающих себя обозначали башкирами, но однако постепенно вот это менялось. Самоидентификация и самосознание национальное, вероятно, у населения меняется. И в последние годы совершенно уже становится другая картина. Село активно развивается. К столетнему юбилею в районе построили 2 школы, дом культуры, парк и скверы. Один из них откроют завтра с участием Раисы Татарстана. Как говорят, не зная историю, никогда не будет будущего. Поэтому это основной акцент, на что мы уделяем внимание, потому что то поколение, которое сегодня растет, они должны знать наши обычаи, наши традиции. Мы должны сохранять свой язык. А на главном майдане Сабантуя вовсю идет подготовку к завтрашнему празднику. Подворье уже готовы принимать гостей. Наши кулинары будут готовить шурпу и будут всех угощать ароматным чаем из большого самовара. Репетиции в самом разгаре. На главной сцене Сабантуя выступят татарстанские, пермские творческие коллективы. Файруза Мазитова, Лейсан Саитова, ТНВ, Пермский край. Секретный план, зачем более 260 гектаров водной глади Казанки записали в сушу. Горожане протестуют против засыпки реки, а экологи опасаются, что это приведет к катастрофе. Все детали читайте в интернет-газете «Реальное время». Министр финансов Республики Радик Гайзатуллин удостоен ордена дружбы. Указ подписал Владимир Путин. Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Вот уже 22 года Радик Гайзатуллин возглавляет Минфин Республики. Выпускник Казанского сельскохозяйственного института, финансист. В разные годы работал главным бухгалтером в Лаишевском и Высокогорском районах. Был начальником отдела в министерстве, позже заместителем министра. С 2002-го возглавил ведомство. Радик Гайзатуллин – заслуженный экономист России, обладатель медали ордена за заслуги перед Отечеством 1 степени. В июле он отметит свой 60-летний юбилей. За последние 20 лет мощности Казаньоргсинтеза выросли в 2 раза. При этом масса отходов сократилась на 50%. Выбросы остались на прежнем уровне. Одно из крупнейших нефтехимических предприятий России выпускает более 1 000 000 тонн продукции в год. И на первом месте экологичность. Об этом говорили на заседании Общественного совета Казаньоргсинтеза. Остаемся источником роста экономики.
На сегодня выпускаемая наша продукция позволяет работать другим отраслям. Казань Оргсинтез – единственный российский производитель поликарбоната и один из крупнейших полиэтилена. На заседании общественного совета предприятие поделилось достижениями и планами. Казанцам, а также представителям Росприроднадзора, Министерств экономики и экологии Казань Оргсинтез представил новые марки производства: полиэтилен для изготовления лент, фары из поликарбоната, автомобильные топливные баки. Также выпустили 3 новые марки, связанные с упаковкой. Но здесь основной его акцент – это можно стерильно запечатывать и длительно хранить до года продуктов в таре с использованием ламинирования. Вроде бы кажется незаметная работа нашей химической отрасли, а мы хотим все-таки показать, насколько она может повлиять на углеродный след в нашей стране. Казань Оргсинтез представил ключевые инвестиционные проекты по снижению воздействия на окружающую среду. В прошлом году был завершен крупный инвестпроект по модернизации установки изопропилбензола, который позволил сократить влияние на атмосферу на данном производстве на 20%. А сейчас на финальной стадии реконструкция реактора «Б» на заводе полиэтиленов. Проект разделен на 2 части. Это непосредственно реконструкция самого реактора. После заседания участники знакомятся с реактором «Б» производства полиэтилена высокой плотности. Сейчас здесь на финальной стадии реконструкция. После модернизации общая мощность производства увеличится до 660 тысяч тонн в год. Этот и другие инвестпроекты в обязательном порядке проходят экологическую оценку. Объекты строительства, реконструкции на данном предприятии проходят, во-первых, экологическую экспертизу, на полной инвентаризации источников выбросов, готовится реконструкция очистных сооружений. И вот сегодняшняя установка, реактор «Б», на нем будет возврат отводимых газов на производство, тоже снижает воздействие на окружающую среду. Все решения, они сегодня позволяют как раз и в рамках реализации этой программы снизить воздействие на окружающую среду вот по тем нашим параметрам где-то процент на 14-15. Это очень хороший результат. Казань Оргсинтез формирует вокруг себя экосистему экологических активностей. Это и экоэкскурсия, посадки деревьев, субботники в формате чистых игр, экоспектакль и многое другое. В ближайшее время все инициативы будут собраны в специальную программу и станут еще более доступными для жителей. Важное событие для православных нашей республики. В столицу Татарстана доставили московский список Казанской иконы Божьей Матери. Сегодня святыню торжественно приняли митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, духовенство и прихожане. Именно с этим образом Минино-Пожарские освобождали Москву от поляков. До 1918 года святыня хранилась в Москве, потом была утрачена. В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о том, что список найден. В эти дни проходит всероссийский молебен о победе с принесением Казанской иконы Божьей Матери. Икона побывает в 50 городах. Репортаж Алены Струминской. В Казанском соборе в Богородицком монастыре встречают московский список Казанской иконы Божьей Матери. К нам его доставили из Ижевска. Во главе шествия митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, представители духовенства и верующие со всей страны. Для столицы Татарстана это историческое событие. Оригинал иконы обрели именно здесь и сегодня принимают один из самых ранних ее списков. Несколько сотен прихожан обращаются к московскому списку. Именно с ним в 17 веке Минино-Пожарские освобождали Москву от поляков. Икона стала символом народного ополчения, единства и силы. Это наша защитница, это наша покровительница, наша Божья Матерь. Как говорят, молитвы Божьей Матери с дна моря достанут за детей, за внуков, за нашу страну. Оригинал Казанской иконы похитили в начале 16 века, но иконописцы успели сделать списки, то есть копии. Так и появился московский. Он был утерян в начале 20 века. В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил: образ нашли. Икону обнаружили в резиденции святейшего патриарха в Переделкино. Образа расходились отсюда мгновенно, но стала она таким пользоваться всенародным почитанием именно после 1612 года. Вот с этого времени почитание Божьей Матери, образа ее Казанской, оно стало таким очень массовым, невероятной силы, невероятной совершенно любви. Сейчас по всей стране идет молебен о победе. Службы проходят с принесением Казанской иконы Божьей Матери. Наша страна вся в едином порыве вот сейчас молится за победу нашей Родины. И немаловажно, что
А оказалось, эта икона, в это тревожное для страны время, она оказалась у нас обретена. Я думаю, она защитит всех ребят наших, которые сейчас на передовой, и в целом весь наш народ. Святыня будет находиться в столице Татарстана до 16 июня. После отправится в Чебоксары и еще в 50 городов. В каждом пройдет крестный ход. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. А я с вами прощаюсь. До встречи.